защищаться рапирой или шпагой. Как вы думаете, это полезный навык в 21 веке? Мы познакомимся с парнем, который во времена мушкетеров бы точно не пропал. Знакомьтесь, Амир Фахретдинов, гордость Башкортостана. Парень отлично фехтует. Вот, например, этот кубок и медали он привез из Парижа. Там проходили международные соревнования, и он стал самым лучшим, но почти занял 2-е место. Как прошли соревнования во Франции? Для меня соревнования прошли хорошо. На этих соревнованиях было очень много людей из разных стран. И лично для меня они прошли, тяжело было. Но я готовился специально к этим соревнованиям, поэтому прошел, вот такие результаты получились. Что для тебя значит эти спортивные соревнования в этой карьере? В первую очередь опыт, во вторую, тоже титул какой-никакой есть. И, к сожалению, это не влияет на рейтинг, но вот для меня лично это важное соревнование. Чем отличаются фехтовальщики Башкортостана от спортсменов из других стран? Ничем не отличается, все, в принципе, зависит от физической подготовки и подготовки к соревнованиям. Я занимаюсь 6 лет и тренируюсь каждый день, кроме субботы и среды. Тренировки у меня идут по 2,5 часа. Амир занимается в школе высшего спортивного мастерства под руководством тренера Рамиля Исмагиловича. Амир уделяет тренировкам колоссальное количество времени. Зависят твои результаты от тренера? Тренер меня тренирует, он мне подсказывает. Если что, он мне помогает. Он мне дает советы всякие. И я думаю, что без тренера я бы не достиг таких успехов. Что самое сложное в фехтовании? Фехтование самое сложное для меня – это правильно распределять силы, потому что иногда, как и в Париже, у меня не хватило сил за первое место фехтовать, и из-за чего я занял 2-е место. Но мне кажется, это тоже хороший результат. Амиру сейчас 12 лет. Он большую часть жизни провел в спортзале. Ежедневные тренировки он практически никогда не пропускает. Спорт любят настойчивых. Крутые результаты не даются сами собой. Очень красивый, изящный спорт, который требует не меньших усилий, чем какой-либо другой. Помните, чтобы стать лучшим в любом деле, нужно не жалеть себя. Роман Дмитриев, Аделя Сунаргулова специально для «Горы новостей».